One movie. А в этом ролике Джон Красинский снова берется за перо и садится в режиссерское кресло. Продолжение фильма «Тихое место», первая часть которого собрала по миру очень много денег и окупилась где-то раз в 20. про что кино? Семья Эббот продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись в собственном доме, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, где быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, это не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы. Отзыв на фильм? Вообще отзыв стоит послушать только после просмотра первой части, потому что, рассказывая про вторую часть, сложно не упомянуть события первой, и тогда, полагается, я проспойлерю сюжет. И да, кстати, прошлый отзыв я записывал с очень тихим голосом, да, просто шевелил губами и прописал субтитры под все, что я нашептал. После этого от меня отписалось 2 человека, и я решил больше так не экспериментировать. Тем более мне даже друг написал, что это за шляпа была в прошлом ролике, если вдруг люди читать не умеют. Я посмеялся от души. Видео потеряло 1,5 миллиарда человек. Да, именно столько человек в мире не умеет ни писать, ни читать. Итак, «Тихое место 2». Бюджет продолжения вырос, причем где-то раза в 4 и составляет $61 миллион, как мне подсказывает интернет. То есть, как вы понимаете, в продолжении мы увидим больше этих монстров, мы увидим больше локаций, мы увидим больше эффектов и экшена по сравнению с первой частью. И даже больше будут говорить, и не шепотом, а кто-то даже будет орать. Вот последние 2 это минус фильма. Вообще, честно говоря, такая задумка, ну если не гениальная, то очень талантливая. Я озвучивал касательно первой части 3 тупых момента, из которых один спорный, да, это с ребенком, когда его попросили не ставить батарейки в ракетку, чтобы она не шумела, а он их поставил. Это отчасти тупо, отчасти дети так обычно и поступают. Они делают наоборот от того, что их просят родители. И 2 тупых момента это с дедом, на которого герой Красинский наткнулся в лесу, и тот начал орать. Я не понимаю, к чему это вообще было, почему он начал орать. И 3-й момент это со сраным гвоздем, который, бляха-муха, вы же показали и акцентировали внимание на том, что она, когда подымалась, порвала мешок об этот гвоздь. Как же она в следующий раз на него наступила, если вы видели его, и она видела его короче? Меня бесит этот момент. А если кто-то задается тупым вопросом, как в такое время можно было беременеть и рожать? Как? Ну точно не жопой об косяк, да, а другим местом, об кое-что другое. Секс никто не отменял, не успел вытащить, все, беременна. Во время войны тоже и беременели, и рожали. Опять же, можете задать тот же тупой вопрос, как во время войны это можно было делать. В общем, первый фильм оригинален, свеж, смотрибелен. Второй фильм, я думал, будет приквелом первой части, то есть расскажешь, что было до, особенно когда я увидел Красинский в ролях, да, но почему-то не сразу сообразил, что это могут быть флешбеки и воспоминания. А вышло так, что рассказали немного о событиях до первого фильма, совсем чуть-чуть отчасти, то есть вначале показали, с чего все началось, внезапно просто падает метеорит и улицы начинают кишить монстрами, дальше уже продолжается с того места, как закончился первый фильм. И Эмили Блант с детьми и новорожденным двигаются в сторону поиска нового тихого места, где по дороге натыкаются на Киллиана Мерфи. Кстати, он мне как-то изначально был не очень приятен, ну, вообще в кино, потом я больше увидел его актерских работ, и прям как-то у меня что-то щелкнуло, произошло от ненависти к любви один шаг, он действительно крутой актер. Только момент в фильме с персонажем Эмили Блант и Киллианом Мерфи, что она такого принципиального человека, одиночку, отшельника, заставила покинуть свой бункер и отправиться на поиски в мир, кишащий этих монстров, да, которые могут разорвать любого за секунду, просто пустив слезинку. Ну, ребят, меня этот момент очень смутил, честно. Кто-то сразу заминусил фильм с претензиями, что это за пришельцы такие, почему их не берут пули, откуда они, почему они прилетели и так далее и тому подобное. Вот всем, кто именно за такое заминусил фильм, если вдруг на нашу планету упадет метеорит с пришельцами, которые будут всех убивать просто так ради забавы, я не знаю, или потому что они голодные, или потому что они охотятся на звук, вот подойдите к ним и проведите интервью. Кто они, откуда, сколько ты зарабатываешь, принимают ли они наркотики. Юрий, Юрий, дудь, дудь, Юрий, дури.
Стоит ли идти в кино? Приятно, что «Тихое место 2» придерживается прошлого фильма в плане хронометража, да, которого тут и так прям достаточно четко подходящее, по экранному времени. И понятное дело, что фильм стоит смотреть, если вам понравилась первая часть, если вам интересна судьба этих героев и что с ними произойдет дальше, если вам нравятся ужастики, скримеры, и вы за приличным фильмом такого жанра соскучились, или просто полюбоваться Эмили Блант. Но ни в коем разе тут не будет чего-то нового, поражающего, уникального. У нас уже есть эта идея, уникальная по-своему, с первого фильма, которая растягивается и на второй фильм. То есть всем, кому зашел первый, зайдет и второй. Продолжение истории не испортили. Немного поменяли подачу, да, то есть теперь мы следим не за группой героев, которые сплоченные, да, как одно целое. Тут они разделились, как старым добрым каноном ужастиков, давайте разделимся, чтобы нас было легче победить. Я шучу, конечно. Ну и Красинский постарался наполнить фильм такими моментами, чтобы обдурить зрителя в плане, в этом моменте тебе кажется, что вот-вот что-то произойдет, да, напряжение растет. И в итоге тень там, я не знаю, от платья на окне, просто к примеру, болтается от ветра, стучит, да, и тут скажем, все, спокойно, тишина, выдыхаем, успокаиваемся, а потом бум, и это окно разбивается, и туда забегают эти пришельцы, монстры, и всех съедают, конец фильма. Ладно, я пошутил, так не было, я не спорю, но было бы круто, если так было. А на этом все, подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик и шумы поезда за мной, пишите в комментариях свое мнение по поводу отзыва или самого фильма «Тихое место 2». Спасибо за просмотр. Пока.